Здравствуйте, уважаемые туркменистанцы, здравствуйте, уважаемые граждане Центральной Азии, Таджикистана, Киргизстана, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. Сегодня я нахожусь в Вашингтоне, напротив Капитола. Сегодня 6 декабря 2002 года, вторник. Только что мы встречались утром с представителями Сената, Мэриленда, Вашингтона, Нью-Йорка, Техаса и так далее. И с ними обсуждали вопросы демократизации Центральной Азии, Украины и России. В частности, по Центральной Азии я им объяснил ситуацию по странам, в особенности Туркменистан, что там творится, какие беззакония производят два диктатора, отец с сыном, которые узурпировали власть, что наш народ не может свои права защитить, что невозможно никакие конституционные права на территории Туркмении защитить. Сегодня в Сенате и в Конгрессе мы обсуждали вопросы, связанные со свободой наших народов. Вы давно мечтали об этой свободе. И вот здесь я желание наших народов рассказал, они поддержали, рассказал все проблемы Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, и они готовы нам помочь. Поэтому, уважаемые граждане Центральной Азии, Туркменистана, мы должны все в свои руки брать, у нас будет помощь нашим народам, чтобы мы достигли нашей цели. Свободной жизни, спокойной жизни, где соблюдаются наши права и где верховенство права. Где каждый человек может, согласно Конституции, делать бизнес, работать свободно, обрабатывать земли, вылетать, прилетать, говорить свое несогласие. Все, что положено по нашей Конституции. Мы обсуждали все вопросы, связанные с правозащитой, с демократизацией пространства гражданского общества, права человека и вопросы, связанные с гражданскими правами наших граждан. Уважаемые туркменистанцы, уважаемые граждане Центральной Азии, я хочу сказать, что демократизация в Туркменистан и в Центральную Азию пришла давно. Из-за Путина и его кремлевской команды мы не могли это осуществить, потому что они поддерживали наши диктаторские страны, наших диктаторов. Но сегодня есть полное понимание в Сенате, в Конгрессе о том, что Центральная Азия должна быть свободной. Центральная Азия стремится к демократии, и Америка должна ей помочь. Спасибо большое. До следующей встречи.